На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Правительство страны будет ходатайствовать об увеличении объемов финансирования инвестпрограммы. Итоги расширенного совещания под руководством президента Аслана Абжания. На 3 месяца продлена мера пресечения в виде содержания под стражей для подсудимых Чкаду, Бганба, Блабба и братьев Ахалая. Итоги очередного заседания по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года. Культурный геноцид – преступление без срока давности. 22 октября 1992 года грузинские гвардейцы сожгли государственные архивы и Абхазский научно-исследовательский институт. В Сухуме состоялось расширенное совещание под руководством президента Аслана Абжания, посвященное выполнению пунктов инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию. 4 миллиарда 10 миллионов рублей – общий объем финансирования инвестпрограммы 2020-2022 года, отметил, отчитываясь перед президентом на расширенном заседании глава управления капитального строительства Абхазии Тимур Аграба. На 2020 год был выделен 1 миллиард 310 миллионов рублей, на 2021 – 1 миллиард 350 миллионов. По словам Аслана Абжания, правительство страны будет ходатайствовать об увеличении объемов финансирования по инвестпрограмме в 2023-2025 годах. Но для этого необходимо отчитаться перед российскими коллегами о ходе реализации текущей стройки. Так, инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 3 года составляет 4 миллиарда 10 миллионов рублей с разбивкой по годам. В 2020 году 1 миллиард 310 миллионов рублей, в 2021 и в 2022 году 1 миллиард 350 миллионов рублей. Начну с реализации мероприятий в дорожной инфраструктуре. По дорожной инфраструктуре у нас работает две подрядные организации. Это Дорожно-строительный комбинат и общество с ограниченной ответственностью «Абхазрегионстрой». Дорожно-строительный комбинат реализовывает 12 мероприятий на общую сумму 331 миллион 865 тысяч рублей, из которых 6 мероприятий АЦ Бархук, места улица Ишерская, город Пицунда, центральная трасса, поселок Цандрич, улица Октябрьская и капитальный ремонт мостового перехода через реку Восточная Гумиста реализованы в полном объеме на сумму 281 миллион 268 тысяч рублей, профинансированы на 100%. Уважаемые подрядчики, значит, работаем дальше. Мы будем, руководство страны, безусловно, будет эти вопросы решать. Я хотел бы, пользуясь случаем, еще раз донести до наших телезрителей, насколько это важно. Речь идет в основном преимущественно, в данном случае, даже в рамках этой инвестпрограммы, о инфраструктурных объектах. Это очень важно для развития нашей экономики. Это не проходное какое-то совещание, не то, чтобы так посидели, поговорили. Это тот процесс, которым я буду интересоваться, процесс, который я буду лично контролировать. И я хотел бы иметь большое количество поводов для того, чтобы поощрить руководителей подрядных организаций, руководителей ведомств. Именно поводов для поощрения. С этого мы начнем. Значит, все остальное так будут усилены меры контроля со стороны правоохранительных органов. Таких прецедентов, как это было ранее в Министерстве по репатриации, в Абхаз-Автодоре и в других, лучше этого не делать. Какую-то страницу мы перевернули, не надо делать так, чтобы мы вернулись туда. О том, что профинансировано в стране на более чем 2 миллиарда рублей и почему часть российских денег все еще не освоена, в расширенном видеоотчете Анастасии Никоновой после выпуска новостей.
22 октября президент Аслан Бжания провел совещание с главами администраций городов и районов Абхазии. Как сообщает пресс-служба главы государства, обсуждалась ситуация с собираемостью налогов, их динамика, уровень задолженности за электроэнергию, объекты, восстанавливаемые в рамках инвестпрограммы, вопросы, связанные с дорожной инфраструктурой, водоснабжением, канализацией, текущее состояние приватизированных объектов и привлечение инвестиций в районы, ситуация с COVID-19 и предпринимаемые местными властями меры по ее улучшению. Руководители регионов доложили главе государства о ситуации на местах по обсуждаемым вопросам. В ходе совещания президент отметил приоритетность привлечения инвестиций в экономику республики. По итогам совещания Аслан Бжания дал ряд поручений и призвал глав регионов детально изучить и владеть ситуацией по всем направлениям в возглавляемых ими городах и районах. На полигоне Цабал 21 октября состоялись международные учения с участием бойцов Юго-Осетинского спецбатальона и 7-й российской военной базы. 500 военных прошли подготовку и улучшили свои боевые навыки. Сегодня на плацу Минобороны Республики Абхазия провели торжественное награждение отличившихся осетинских военнослужащих, которым вручили ордена за поддержание мира, за воинскую доблесть, 25 лет Министерства обороны Республики, медаль за укрепление боевого содружества между республиками. Был награжден начальник управления боевой морально-психологической подготовки Минобороны Давид Бжания. Совместно с осетинской стороной согласованы дальнейшие шаги и мероприятия во имя поддержания мира в наших странах. Вооруженные силы Абхазии, они прекрасно себя проявили. Это хороший опыт для нас. Мы, как говорится, это наша братская республика. Все здесь было отлично. С самого начала, с нашего приезда приняли нас очень хорошо. Благодарим за это. Спасибо им огромное. На учениях продемонстрировали такие навыки, что есть что от них взять примеры. Мы тоже продемонстрировали свое мастерство. В общем, всем нам понравилось. Личный состав очень себя достойно показал. Это все благодаря нашему руководству, нашему министру обороны Ибрагиму Алимбеговичу и министру обороны Абхазия. Десантирование там у нас было, это наши ребята проходили первый раз. Самое главное, все без происшествий, все задачи выполнены. В общем, одним словом, мы очень рады, что приняли участие в вот таких командно-штабных мобилизационных учениях. Это для нас большая честь. Огромное спасибо руководству Абхазии и руководству Республики Южная Осетия. Спасибо. Об эпидемиологической ситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 21 октября тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 613 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 135 из них. В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 82 лет. В Сухумской инфекционной больнице ушла из жизни женщина 72 лет. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 30 496 человек. Зарегистрировано 437 летальных случаев. Выздоровели 25 487 человек. Министерство здравоохранения информирует выпускников средних образовательных школ Абхазии о возможности поступить в высшие учебные медицинские заведения Российской Федерации по линии Россотрудничества. Минздрав уже определил наиболее востребованные специальности, а именно инфекционные болезни, анестезиология, реаниматология, неонатология, онкология, химиотерапия, психиатрия, детская неврология, гистология, пульмонология, рентгенология, радиология, медико-профилактическое дело. Всем желающим поступить в медицинские вузы Минздрав Абхазии рекомендует пройти регистрацию по ссылке educationinrussia.com до 1 ноября 2021 года. На данном этапе необходимо только зарегистрироваться в системе. Отборочные испытания состоятся до 24 декабря. Задать вопросы и узнать интересующую информацию можно в телеграм-канале Россотрудничества. Задержан Беслан Кутарба, разыскиваемый с октября 2000 года. 21 октября прокуратура Гулрыбского района возобновила предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному 4
4 августа 2000 года по факту похищения, угона автомобиля, посягательства на жизнь сотрудника милиции и незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия в отношении Кутарба Беслана Валикоевича, 1971 года рождения. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. 25 октября в рамках расследования данного уголовного дела Беслан Кутарба был объявлен в розыск. В отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении Кутарба в рамках расследования данного уголовного дела 25 марта 2001 года было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 17 октября 2021 года в результате реализации оперативной информации сотрудники УВД по городу Сухум совместно с сотрудниками МВД задержали Беслана Кутарба. В настоящее время прокуратура Гулрыбского района проводит необходимые следственные и процессуальные действия по данному уголовному делу. Кутарба водворен в ВВС ОВД по Гулрыбскому району. На 3 месяца продлена мера пресечения в виде содержания под стражей для подсудимых Чкаду, Бганба, Блабба и братьев Ахалая. Такое решение приняла коллегия судей в ходе очередного заседания по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года. Кроме того, суд заслушал депонированные показания свидетеля Зухраба Шинкао, данные в ходе предварительного следствия, а также допросил свидетеля Алису Квицини, одну из сотрудниц кафе быстрого питания «Бургер». Слово Надежде Боровиковой. Предыдущее заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров завершилось определением Верховного суда о принудительном приводе одного из ключевых свидетелей обвинения Зухраба Шинкао в зал суда для дачи показаний. Очередное заседание началось с представления исполнения Генеральной прокуратурой данного определения суда. К выездам службы участковых уполномоченных милиции общественной безопасности УВД по городу Сухум было установлено, что свидетель Шинкао Зухраб Абдулович не проживает по адресу город Сухум, улица Киртава, дом 45, квартира 100. По данному адресу расположен частный дом. Также гражданин Шинкао Зухраб Абдулович не проживает по месту регистрации в городе Сухум, улица Аргун, дом 16, так как это здание бывшего сгоревшего общежития является непригодным для проживания, о чем свидетельствует справка с домоуправления номер 5 города Сухум. Исполнение с согласия сторон было приобщено к делу, после чего судья Майя Квициния зачитала заявление Жанны Шинкао, родной сестры свидетеля Зухраба Шинкао и матери ребенка подсудимого Эрика Чкадуа. В нем сказано, что свидетель находится за пределами Абхазии, разглашать свое местонахождение не хочет, но готов дать показания суду по видеосвязи. Свидетель Шинкао Зухраб Абдулович желает дать показания, о чем свидетельствует приложенный к данному заявлению видеофайл. Свидетель Шинкао, исходя из соображений собственной безопасности, по мотивам, изложенным в ранее приобщенном к материалам уголовного дела заявлении от 23 сентября 2021 года и согласно пункта 17 статьи 278 Уголовно-процессуального кодекса Республики, просит суд предоставить возможность участия в судебном заседании для дачи показаний путем использования систем видеосвязи, при этом не раскрывая своего местонахождения. Представители гособвинения Даур Амичба и Руслан Тыркба выступили против приобщения заявления Жанны Шинкао к делу. При допросе путем конференции должна быть соблюдена определенная процедура. То есть допрос невозможен с использованием квартиры, помещения какого-то. Свидетель должен быть доставлен в суд того района, где он находится. У него отбираются процессуальные документы, расписка именно нашего образца. Для этого Верховным судом должны быть заключены межведомственные соглашения с Российской Федерацией. Мы даже не знаем, он находится в Российской Федерации или, может, вообще в другой стране. Видеофайл, который там приложен, источник происхождения его нам неизвестен. В связи с этим мы категорически возражаем против приобщения. Адвокаты подсудимых высказались за приобщение заявления к делу и за прослушивание видеообращения свидетеля Зухраба Шинкао. Представитель ясно сказал, что Шинкао живой. Он готов дать показания. И просит, как это сделать. Гособвинение говорит, вы отказываемся его вызове. Как что-то налаживается, чтобы человек попал сюда, в зал судебного заседания, и вдруг вы отказываетесь от его вызова. Вот как раз-таки цель обвинения здесь и установлена. Просто явное противоречие. И они хотят остановиться именно на депонированных показаниях, которые были, по мнению защиты, были добыты незаконно, необоснованно. И приложенная туда вот эта аудиозапись, может, она вообще в этой аудиозаписи и преступника, может, он называет. Почему нам не интересно
послушать, что он говорит. Посовещавшись, коллегия судей постановила приобщить заявление Жанны Шенкау к делу, но в проведении допроса по видеосвязи и просмотре видеообращения Зухраба Шенкау отказала. В производстве допроса свидетеля Шенкау Зухраба Абдуловича с использованием систем видеосвязи отказать, так как судебное разбирательство может проводиться в режиме видеосвязи во время трансляции из другого помещения суда или из помещения другого суда при наличии такой технической возможности. В приобщении к материалам уголовного дела электронного носителя с видеофайла отказать и вернуть заявителю, так как источник происхождения и содержащиеся на нем сведения не отражены в самом заявлении и судом не установлено. Для дачи показаний в зал суда была приглашена свидетель Алиса Квициния, которая в 2019 году работала в кафе «Абургер». После того, как ее опросили представители обвинения и защиты, Даур Амичба ходатайствовал о том, чтобы зачитать показания Алисы Квициния, данные в ходе предварительного следствия. В них содержались существенные детали, которые на суде девушка вспомнить не смогла, так как прошло много времени. В частности, подробности о цвете и марке машины и направлении стрельбы. Суд удовлетворил ходатайство, и Даур Амичба зачитал показания свидетеля. 22 ноября 2019 года находилась на рабочем месте примерно в 14:30-14:40, когда мы обедали в служебной кухне кафе, я услышала стрельбу, характерную для автоматной очереди. Я сразу вышла на открытую кухню возле стойки кассы, откуда открывается обзор на тротуарную часть ресторана «Сан-Рему», где расположены столики, и увидела людей, а также автомашину марки Toyota Mark II белого цвета с тонированными стеклами. Переднее окно автомашины было приспущено, и на переднем сиденье я увидела человека в камуфлированной одежде зеленого и темно-зеленого цвета, в черной маске, на лице, плотного телосложения, с автоматом в руках, который стрелял в направлении столика, расположенного на тротуарной части ресторана «Сан-Рему». После, выйдя из автомашины, продолжил стрельбу и производил выстрелы не только в направлении столиков, но и по всей тротуарной части ресторана «Сан-Рему». Алиса Квициния подтвердила зачитанные показания и еще некоторое время отвечала на уточняющие вопросы адвокатов и судей, после чего суд удовлетворил ходатайство гособвинения о том, чтобы зачитать депонированные показания свидетеля Зухраба Шенкау. Согласно материалам дела, его показания были депонированы в Сухумском городском суде, потому что свидетель собирался покинуть пределы Абхазии и не мог принимать участие в суде. Показания Зухраба Шенкау имеют большое значение для Генпрокуратуры, потому что связывают обвиняемого Эрика Чкадуа с автомобильными номерами, которые были использованы в ходе преступления. Свидетель Шенкау говорил, что взял номера у своего знакомого Мурада Якуба Зуноглы и отдал их Эрику Чкадуа. Впоследствии свидетель Шенкау от этих показаний отказался, ссылаясь на то, что они были даны под давлением сотрудников правоохранительных органов. В начале сентября текущего года я встретился с Мурадом Якубоглы. Поехав к нему, я поинтересовался по поводу государственных номеров, имеются ли у него государственные номера. Он ответил, что имеются. Он показал государственные номера. Я спросил, могу ли я оформить государственные номера. Он ответил, да, можешь оформить. Я взял номера и стал пользоваться ими. Спустя пару дней на мой сотовый телефон поступил звонок от Чкадуа Эрика, который спросил, имеются ли у меня государственные номера. Я ему ответил, что имеются номера, которые я хочу зарегистрировать. Он попросил ему отдать номера. Я согласился, договорился и сказал, где я ставлю номера. Спустя некоторое время он мне позвонил и стал интересоваться этими государственными номерами, откуда я их взял. Я ему объяснил, откуда я их взял. Потом он мне сказал, что я их потерял. Я спросил, почему? Просто у меня не получилось. Сказал, вот так, ответил он. В показаниях Зухраба Шенкау содержится указание на то, что вечером 22 ноября, то есть уже после того, как произошло тройное убийство, Зухраб Шенкау по просьбе Эрика Чкадуа встречался с Мурадом Якубу Зуноглы, чтобы передать ему, что номера от машины утеряны. В качестве доказательства гособвинение ходатайствовало о том, чтобы заслушать в зале суда аудиосообщения, которыми в тот вечер обменивались свидетели Шенкау и Якубу Зуноглы. Защита выступала против. Пока не решен вопрос допроса Зуноглы Дианы, которые непосредственно, знаем, что супруг умер, но до того, как мы не прослушаем, то есть не допросим ее, я считаю нецелесообразно, это мое мнение, нецелесообразно оглашать показания мужа, потому что они там состыковываются, и поэтому, чтобы быть более объективным и действительно доходить до истины, мне кажется, что это преждевременно. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, и аудиосообщения были воспроизведены. Зухраб Шенкау отправлял сообщения на номер телефона жены Мурада Якубу Зуноглы.
Здравствуйте, как у вас дела? Пусть Мурат мне срочно наберет, прям очень срочно, пусть со мной свяжется. Хорошо, передайте ему, пожалуйста. Чем быстрее, тем лучше, пусть он срочно мне наберет, хорошо? Спасибо, очень буду ждать, пусть сразу меня наберет, поговорить хочу с ним. В НАР-магазин как подъедешь, где Артур работал, чуть дальше здесь есть НАР-магазин. Как туда подъедешь, набери этот или напиши что-нибудь, я выйду. Давай. Слышишь, что, там рейд не стоял, когда ты ехал? Не было никакого рейда, все чисто было минут 10 максимум, как приехал. Скажи, сейчас я приеду тогда. Давай, я тут возле вокзала лечу к тебе. Давай, сейчас буду. Мурка, выйди к дороге, чтобы я тебя увидел. Я тут, еду уже. Уже здесь по улице практически возле Артура. Адвокат Автандил Чкадуа отметил, что прослушанные сообщения доказывают только факт, что встреча имела место. Мы хотим просто сказать, они же представляют чужих как доказательство. Здесь, кроме того, что вот эти лица знакомые хотят встретиться, мы ничего не слышим просто. И как-то, что доказывает данный документ, о чем доказывает? Последнее ходатайство Генпрокуратуры на этом заседании о продлении меры пресечения для обвиняемых еще на 3 месяца. Судьи удалились в совещательную комнату на 1,5 часа, после чего ходатайство гособвинения было удовлетворено. Следующее заседание назначено на 11:00 26 октября. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Уполномоченная по правам человека в республике прокомментировала заявление, которое было сделано пресс-службой Генеральной прокуратуры в связи с высказываниями Асиды Шакрыл на пресс-конференции в пресс-центре абхазского телевидения. В комментарии омбудсмена говорится: ответ Генеральной прокуратуры вызывает сожаление. Понимая функции прокуратуры, мы в своей работе обращаемся к ней, потому что именно прокуратура должна принимать меры, когда нарушаются права наших граждан. Вместо должного реагирования на правонарушение Генпрокуратура выразила недовольство. В своем заключении по делу ВК мы указываем на то, что дежурный обнаружил его с разбитой головой в камере, куда он поступил ночью физически здоровым. Генпрокуратура утверждает, что телесные повреждения он получил при попытке скрыться от оперативных органов с похищенным имуществом после совершенного разбойного нападения. Тогда возникает закономерный вопрос: если это так, тогда почему в таком состоянии они его не доставили в больницу и не оказали первую помощь, а оставили в камере умирать? Отмечу, что в больницу его вывезли только в 7 утра. Что касается ответа Генпрокуратуры по части пыток, которым подвергаются задержанные, надо отметить, что в ежегодных докладах уполномоченного по правам человека приводятся факты применения пыток. Подобные заявления демонстрируют незаинтересованность Генеральной прокуратуры в эффективном выполнении возложенных на нее задач. Правильное реагирование на указанные нарушения может быть залогом успешной защиты прав человека, а упорная позиция любым способом не признавать допущенные ошибки только снижает уровень доверия к органам прокуратуры и их авторитет. Пользуясь случаем, выражаю свою заинтересованность и желание обсудить с органами прокуратуры факты нарушения прав человека, изложенные в докладе и в других документах, направленных в прокуратуру. Искренне надеюсь на эффективное сотрудничество, направленное на укрепление прав человека в Абхазии. Конец цитаты. В дополнение к комментарию Асиды Шакрыл на сайте уполномоченного по правам человека также размещена информация по фактам применения насилия к заключенным. Культурный геноцид – преступление без срока давности. 22 октября 1992 года грузинские гвардейцы сожгли Центральный государственный архив Абхазской АССР и Абхазский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы имени Гулия. Уничтожена пожаром уцелевшая в свое время часть архивных фондов Абхазского народного совета. Полностью погибли архивные фонды советского периода Абхазии, материалы периода Великой Отечественной войны, которые повествовали о героизме абхазского народа. В результате сожжения архивов абхазская историческая наука понесла невосполнимую утрату. О том, какой вред нанес факт сожжения архива и как сегодня возвращают и восстанавливают утерянные документы, рассказывает Илана Казанба.
Центральный государственный архив Абхазской ССР создан в 1929 году, располагался в городе Сухум. В нем хранилось 719 фондов, которые содержали 189 812 дел за 1840-1981 года, 9 единиц хранения кинодокументов, 13 672 единицы хранения фотодокументов. Бесценный архив был сожжен за несколько часов 22 октября 1992 года в ходе Отечественной войны народа Абхазии. В данном смысле идет речь о трагедии. Это был акт культурного геноцида, который по всем международным правовым нормам должен был вызвать ответственность людей или властей, которые совершили данный акт. Но мы и тогда жили, и сейчас живем в эпоху торжества двойных стандартов и двойной морали, поэтому ответственности никакой не последовало со стороны международного сообщества и даже со стороны ближайшего окружения Абхазии. Поэтому мы сегодня остаемся без архива. Уничтожены материалы личного происхождения, которые представляли значительный интерес для истории. Например, личные архивы Николая Смитского, Дмитрия Гулия, Ивана Папаскира, Андрея Чочуа, Ираклия Антылава, Георгия Дзидзария и другие. Но уничтожены ли они? За неделю, а может за 10 дней до поджога архива и беги, тогда обни, из них вывозились документы. Все, что было интересно оккупационным властям и их сотрудничавшими с ними историками, я думаю, вывезено. И эти архивы находятся сегодня, не знаю, может в Тбилиси, может в какой-то другой части Грузии. Но факт в том, что мы, ученые Абхазии, и вообще граждане Абхазии, которые интересуются историей, не имеют доступа к этим документам. Сожжение архива – преступление, не имеющее срока давности, убеждены ученые. Адекватное мировое сообщество уже давно должно было осудить этот акт вандализма. Вот только даже в самой Абхазии это событие до сих пор не оформлено правовыми рамками. Нет ни одного приговора инстанции любого уровня, констатирующего данное преступление. Или в силу того, что они считают это бессмысленным, потому что факт осуждения абхазской правоохранительной системой может не повлияет на возврат документов. Может быть, это так, но факт осуждения с точки зрения права необходим. Сегодня утерянные документы по крупицам восстанавливают в Управлении Госархива Республики. Как оказалось, было немало материала, который предусмотрительно дублировали. К великому счастью, в середине 70-х, 80-х годов в архиве, в Центральном государственном архиве, еще в советский период, велась очень серьезная работа по фотокопированию этих документов. И вот эти вот пленки, называем пленки страхового фонда, они хранились в двух помещениях, это две церквушки, которые раньше принадлежали архиву. Сейчас там костел и кирха. И вот, к счастью, во время пожара, поджога архива, они не сгорели. В этом кабинете работа кипит постоянно, посторонним вход воспрещен. Две хрупкие девушки ежеминутно соприкасаются с историей наших с вами предков. На данном этапе они восстанавливают церковные книги, содержащие метрические записи, акты бракосочетания, крещения. Камила и Наталья, выпускницы исторического факультета АГУ, прошли практику в Праге. Сегодня они дипломированные реставраторы архивных документов. Получается вот этот двойной лист. Вот. Мы стыкуем вот эти листы, вот, убираем вот эти, испорченные листы, вот, очищаем от клея, убираем все лишнее, и вот берем вот такую вот японскую бумагу. Вот эти, видите, вот эти маленькие вот эти разрывчики тоже, то есть
То есть берем вот эти, то есть делаем также по форме вот этого разрыва, прикладываем и реставрируем. Мне показалось, что это очень интересная работа, во-первых. А во-вторых, это то, что действительно, наверное, это важно. И это очень нужно для нашей страны. Эти документы переданы из Тбилиси при посредничестве ООН. Это весьма важная миссия, отмечает архивариус Еник. Материалы, которые интересны нам, касаемо истории Абхазии, если мы их таки выявляем в архивах Грузии, они там оцифровываются и передаются сюда, в Абхазию. Кстати, передали уже довольно-таки приличный объем документов. В основном они касаются 19 века, большей своей частью, и советский период, там хозяйственные моменты по городу Сухом. Но есть и материалы, которые в свое время были продублированы на фотопленку. Их также сегодня очищают, проводят оцифровку и систематизируют. Теперь любой желающий может в цифровом формате ознакомиться с нужными данными в библиотеке Госархива. В планах у сотрудников учреждения создание единой базы архивных документов, что обеспечит доступ, не выходя из дома. Если говорить о послевоенном периоде, то уже восстановлено более 100 тысяч документов объемом около 300 гигабайтов информации. Однако сколько еще работы впереди и как много бесценного материала навсегда кануло в лету, остается, увы, только догадываться. Илана Казама, Торник Амичпа, Абаза ТВ. Аналог украденного во время Отечественной войны народа Абхазии письменного набора «Золотая рыбка» подарили музею Дмитрия Гулия, рассказала спутник, директор музея Светлана Курсая. Эти ручки подарил Дмитрию Гулия на 80-летие писатель Василий Ажаев. Они были в нашей экспозиции, но во время войны их украли вместе с серебром и другими предметами. Остался лишь футляр от них, который все эти годы стоял пустой, отметила она. По словам Курсая, не так давно в музее провели экскурсию для теолога из России Вероники Алексеевой и специалистов из Института социологии Российской академии наук, после чего они выразили желание помочь музею восполнить утраченные экспонаты и пообещали постараться найти что-либо из этого на аукционах. Собственный опыт журналиста. В Абхазском государственном университете состоялась встреча с российским журналистом, репортером, автором и ведущим документальных фильмов, преподавателем журналистского мастерства и членом экспертного совета школы Познера Александром Зиненко, который также провел мастер-класс со студентами АГУ. Журналиста принял ректор АГУ, академик РАЭН Олег Угварамия. Во время встречи ректор отметил важность такого рода мастер-классов для студентов университета как профильного направления журналистов, так и для других профессий. Тему продолжит Элеонора Гилаян. Этот мастер-класс организован Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиаклубом «Формат А3», который на протяжении многих лет занимается организацией встреч с яркими представителями российской и европейской интеллектуальной элиты. Тема публичной встречи – личность крупным планом в документальном кино. Открывал диалог с Александром Зиненко председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик. Ежемесячно встречаться здесь, в Абхазском университете. Вы наши главные партнеры. Мы реализуем проект для вас. Это образовательный, это встречи с интересными людьми в разных сферах нашей жизни. Это журналисты, известные журналисты, это политологи, экономисты. И, как мы вам говорили, еще раз хочу подтвердить, что вы можете участвовать в формировании нашей программы, вы можете предлагать интересные идеи, которые вы хотели бы послушать, встретиться, пообщаться. В аудитории собрались будущие журналисты, дипломаты, историки и графические дизайнеры. Им представили документальный фильм Александра Зиненко «Непобедимая», работа над которым шла 2 года. Жительница Южноуральского поселка пережила жуткую трагедию, после которой оказалась в инвалидном кресле, но жизненные обстоятельства не заставили ее сдаться. Ольга – 13-кратная чемпионка мира по армрестлингу. Среди спортсменов-опорников она работает инструктором в спортзале и воспитывает 4 детей, 3 из которых приемные. И мужчины, они же слабый народ. Без женщины
Очень редко, да, есть где-то, может быть, случаи, там, что где-то мужчина воспитывает детей, но это очень редко. Один глаз у него вообще слепой, а второй где-то 30% всего видит. Конечно, он любит, очень любит Вику. Но одному-то его не потянуть ее. После просмотра студенты общались с автором фильма в формате вопросов и ответов. В обсуждении фильма студенты АГУ выразили желание на федеральных каналах видеть больше истории из реальной жизни. Поблагодарила за кинокартину Александра Зиненко, профессор кафедры журналистики АГУ Екатерина Бебия. Сила, воля и доброта ваша. Без этого не был бы такой вот насыщенный, такой вот глубокий фильм. Мне кажется, что для нее это подарок судьбы и для нее, чтобы она жила дальше, вот, чтобы она продолжала еще больше. Она наверняка вас считает своим сыном, считает братом, даже старшим братом и Богом. Это вот очень многое значит, потому что я, как автор многих телевизионных фильмов о погибших, о матери, потерявших своих сыновей, я чувствую, что это значит журналистская сила. Поблагодарить за этот фильм, я скажу, почти все время плакала. Вот такие фильмы выпускайте по Первому, Второму каналу. Пусть говорят, то, что мы смотрим всякую пошлость, а наконец вернуться к духовности. Я думаю, все, кто сегодня сидел здесь, всех тронул этот фильм. Действительно, спасибо. Спасибо за ваши слова. Вот я этого ждал, кстати говоря. Очень добрый. Спасибо. Сам режиссер в ходе мастер-класса преимущественно отвечал на вопросы и делился собственным опытом. Документальное кино предполагает близость к герою и, так или иначе, вторжение в его жизнь, пространство и мысли. Как расположить к себе собеседника в случае, если тебе нужна история его жизни? Универсальных рецептов нет. Легко сказать, что есть универсальный рецепт. Надо приехать, выпить чаю, посидеть, и все пойдет как по маслу. Нет. У меня есть своя теория, тоже я иногда рассказываю об этом на мастер-классах. Кто для нас наши герои? Неожиданный вопрос. Враги или друзья? Так вот, как это не парадоксально звучит, они и враги, и они же друзья. Потому что сегодня у него прекрасно. Враги в каком смысле? Нет, не в том, что, так сказать, мы с ними враждуем, а в том смысле, что герои часто препятствуют съемкам. Не нравится им, вот я не хочу, вот у меня настроение плохое. Значит, да какую-то чушь вообще там придумали, не буду я сниматься, люди будут смеяться, и так далее, и тому подобное. Так вот все в одном лице, в одном флаконе. Сегодня он друг, он к тебе расположен. Вечером поговорила она с подружкой, она сказала: ты что вообще, дура что ли, там, снимаешься, все же будут над тобой ржать потом. Что ты позоришь? Тебе это надо? Стандартный вопрос. Нет, не надо. А что снимаешься тогда? И на следующий день ты приезжаешь, и все, уже вот этой теплоты, этой доверительных отношений уже как будто и не было. В завершении встречи Руслан Хашик поблагодарил участников мастер-класса, отметив их заинтересованность и включенность в тему. Наше ремесло, все, кто занимается журналистикой, занимается вообще литературой, искусством, наша сверхзадача передать, уметь зацепить кого-то. Вот это вот в этой аудитории я сегодня чувствую. А мы когда сюда шли, честно, я не очень представлял, как это сегодня все будет выглядеть. Вот у нас была первая лекция, большая аудитория, микронян, мы все слишком политизированы. Вот после этого задуматься о судьбе человека. А потом это все перенести. Мне кажется, что вот завтра или уже сегодня вы уже думали, вот где-то у вас рядом дома, где-то в деревне, где-то в городе, кто-то из вашего мира знакомых, вот кто вот нуждается в этом, в вашем внимании вообще у нас всего общества.
В рамках совместного проекта Союза журналистов Абхазии с международным медиаклубом «Формат А3» впереди у студентов еще не одна встреча с интересными людьми. Элеонора Гилаян, Абаза ТВ. А 22 октября в конференц-зале культурно-делового центра Дом Москвы в Сухуми прошел мастер-класс Александра Зиненко для абхазских журналистов. Тема мастер-класса «Что такое настоящая история в документальном телевизионном фильме и почему мало кто горит желанием ее снимать». Участники мастер-класса обсудили фильм Зиненко «Непобедимая», а также особенности процесса создания документального фильма. В Тамбове покажут спектакль Абхазского театра. Как сообщает московский «Комсомолец», 24 октября Сухумский театр драмы имени Искандера покажет спектакль «Кёджинские перепалки». Постановку зрители смогут увидеть на сцене молодежного театра Тамбова. Это комедия Карла Гальдони, режиссером которой стал Александр Каручеков. Как отмечает издание, спектакль «Кёджинские перепалки» стал лауреатом Международного театрального фестиваля «Мост дружбы» в городе Йошкар-Ола в 2019 и Международного театрального фестиваля «Липецкие театральные встречи» в номинации «Лучший актерский ансамбль» в 2020 году. Администрация столицы сообщает, в связи с прокладкой ливневого коллектора через улицу Лакоба в субботу 23 октября с 9 до 22:00 будет перекрыто движение на перекрестке улиц Лакоба и Джонуа. По 3 центральным улицам Сухума, Абазинской, Гуля и Джонуа по инвестпрограмме «Содействие социально-экономическому развитию Абхазии» поэтапно проводится капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения. Сейчас о погоде в республике. В выходные дни 23 и 24 октября в Абхазии переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 13, днем до 22 градусов. Температура морской воды 20 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире и хороших выходных.